Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим качество высшего образования в нашей республике с нашим гостем, историком Айталом Яковлевым. Друзья, внимание на экран. Образование в современном мире определяет будущее человека. Успешные люди утверждают, что учиться необходимо всегда. Мир и жизнь в нем быстро меняются, знания нужно актуализировать постоянно. Айтал Яковлев – ученый-историк. Получив высшее историческое образование в Якутском государственном университете, он продолжил изучение истории в аспирантуре. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию. За успехи в науке он не раз получал грантовую поддержку, в том числе от главы республики и президента России. Проходил стажировку в Германии, где с европейскими коллегами изучал трансформацию систем природопользования у северных народов. В родной Якутии его знают как яркого выпускника Якутского университета и известного историка с активной жизненной позицией. Сохраняет ли свою актуальность высшее образование? Нужно ли оно? Соответствует ли уровень высшего образования в Якутии российским стандартам? Текущее положение дел определяет большее внимание к сфере образования. Если ты хочешь быть востребованным специалистом, твои компетенции должны соответствовать высоким требованиям. Соответствует ли этим самым требованиям качество образования у нас в республике? И чтобы разобраться в этом, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты считают то, что качество образования в Якутии соответствует всем общероссийским стандартам, и те, кто получает здесь образование, затем становятся востребованными специалистами по всей России, ну и даже по всему миру. Пессимисты же считают иначе, что качество высшего образования в Якутии все еще желает оставлять лучшего. И лишь некоторые основные специальности выпускают конкурентоспособных специалистов. Оптимисты у нас будут справа, Пессимисты слева. делимся. Итак, встречаем нашего героя. Ученый-историк и многосторонняя личность. Яркий выпускник Якутского госуниверситета, связавший свою жизнь с преподаванием и наукой. Айтал Яковлев! Айтал, здравствуйте. Добрый день. Айтал, расскажите, пожалуйста, о себе. Вам дается минута. Ну, я историк, занимаюсь историей современности, изучаю, почему якуты, Сахалар, такие якуты в данный момент. Что еще? Пытаюсь писать статьи. В данный момент работаем над монографией. Это по работе. Все. А по жизни? А по жизни, ну как по жизни? Ну, отец, воспитываю сына маленького, дочку. Вот. А остальное можно увидеть в Инстаграме или в Фейсбуке и в Твиттере. Здорово, аплодисменты. Ну что, у нас сейчас небольшое краткое блиц-интервью, то есть быстрые вопросы, Да. быстрые ответы. Так, первый вопрос. Думали ли вы о том, чтобы уйти из науки и заняться чем-то другим? Нет, не было такого. Вас устраивает ваш доход? Ну да. Люблю рассказывать истории и как бы на этом зарабатывать деньги. Бывает ли вам стыдно за ваших студентов или выпускников? Нет, точно нет. Вы работаете вместе со своей женой. Бывают ли у вас конфликты на работе? На работе нет. А связанные с работой? А связано на работе? Нет, ну как бы тут моменты, да, то, что работа – это работа. Мы как историки, ученые понимаем о том, что это разные сферы, и в разных сферах есть какие-то свои проблемы, которые надо решать конкретно в какой-то сфере. То есть мы не обсуждаем какие-то бытовые моменты на работе и стараемся дома не обсуждать работу, но это трудно, потому что она историк, я историк. Случаются ли у вас конфликты со студентами? Опишите конфликт, который вам запомнился больше всего. Только начинаю, считая, что вот работать хорошо, да, и когда появляются такие конфликтные моменты, ну, я считаю, что это надо решать коллегиально.
Стараетесь ли вы быть похожими на тех, кто вас учил, или же противопоставляете себя им? У меня должен быть какой-то маяк, чтобы идти и говорю, вот сейчас недавно ушел из жизни очень большой учитель, большой человек, Виктор Данилович Михайлов, да, вот это вот был такой вот маяк, маркер, скажем так, да, вот что надо. Вот мы, ну, земляки, как бы, да, вот та деревня, в которой он родился, и я оттуда мы родом, да, вот они стоят рядом, и, в принципе, очень много таких моментов. Учителя это однозначно. Хочу быть такими, какими они есть. Деньги или семья? Деньги в семью. Что вас не устраивает или устраивает больше всего в вашей работе? Дистанционное образование сейчас. Устраивает это очень мне вот нравится в моей работе то, что мне надо быть постоянно вот в тонусе, то есть чувствовать вот, что надо развиваться, все время быть лучше, чем ты есть на самом деле. Это очень такой вот главный критерий, то, что мне нравится. Спасибо, аплодисменты. Итак, Айтал, сегодня перед вами те, кто постараются вас узнать поближе. Это, в частности, и студенты, и рабочая, и творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают то, что качество образования в Якутии на высоком уровне, и те, кто получает высшее образование здесь, они могут стать конкурентоспособными специалистами по всей России и даже миру. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что качество высшего образования в Якутии оставляет желать лучшего. И есть лишь некоторые основные специальности, которые выпускают конкурентоспособных сотрудников. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. Пожалуйста, берите микрофон. И образование в Якутии, оно является одной из передовых на Дальнем Востоке, потому что я сам учился на дальневосточных вузах, я видел, какие вузы, какие условия, какие качества образования преподают и СВФУ, и остальные, вот АГАТУ, и другие наши даже средние образования, они стоят на одном уровне. Я считаю так, что на одном уровне с московскими, даже с мировыми вузами. Спасибо, аплодисменты. Пожалуйста, пессимисты. Всем привет. Я считаю, что образование на данный момент, оно отстает. И я за то, что внести изменения, потому что особенно в направлении в IT-сфере, так как все быстро развивается, но образование у нас, к сожалению, стоит на одном месте. Хорошо, аплодисменты. Так, оптимисты. Я сам являюсь выпускником СВФУ, и я могу сказать то, что я получил не только диплом по специальности, но и раскрыл в себе новые навыки и таланты именно вот в рамках студенчества. Я могу сказать то, что у меня прошло яркая именно вот студенческая жизнь благодаря нашему образованию в Якутии. Спасибо. Так, пессимисты. Я считаю, что на данный момент очень много студентов и молодых людей, они получают образование, лишь бы получить образование, лишь бы получить корочку. Благодаря тому, что я обучался в федеральном университете нашем, я побывал во многих городах нашей страны, общался со многими студентами с разных тоже и городов, и даже стран, и могу сказать, что в принципе в среднем уровень образования в нашем только федеральном университете, потому что только там я обучался, за другие, так скажем, учебные заведения я сказать не могу, но наш университет, он в целом соответствует, я так думаю, средней планке уж точно, да, и большая половина. Конечно, есть специальности, если смотреть адекватно, да, которые, ну, может быть, планкой ниже. Ну, это лично мое суждение, но в целом я считаю, что уровень нашего образования соответствует общероссийскому. Спасибо. Пессимисты. Я в целом оптимист, на самом деле. Просто считаю, что у нас есть куда расти, так как у нас работает и учится очень талантливая и образованная молодежь. И наша система, к сожалению, она не является такой, какой она могла бы быть на самом деле сейчас. И думаю, что есть много таких моментов, которые необходимо сейчас развивать.
Ну, я могу сказать одно, что наш университет, по крайней мере, да, каждый год, ну, каждый раз, когда проходит аккредитацию, он по всем требованиям отвечает, и это говорит о том, что наш университет и образование, которое дает наш университет, да, соответствует федеральным стандартам по образованию. Окей, мы готовы перейти к вопросам к нашему гостю. Аудитория, пожалуйста, задавайте свои вопросы, берите микрофон. Давайте тоже начнем с оптимистов. Вот вы вначале сказали про себя, и мне хотелось познакомиться с вашими работами. Где можно их посмотреть? Можно зайти на любой сайт. Киберленинка, например, есть работы в базе данных e-library. Там можно зайти, написать Яковлев Айтал Игоревич, там можно найти статьи. Ну, сейчас пока у меня статьи, пока до монографии не дорос, походу. Ну, работаем над этим. Считаете ли вы, что высшее образование потеряет свою актуальность в будущем? Мы говорим о том, что университет он всегда будет актуальным для России, для Якутии, для мира, потому что университет – это место, где решаются стратегические задачи. Высшее образование, да, это уже возможность для того, чтобы человек раскрылся на 100% и даже больше. Не обязательно, чтобы он стал там учителем истории или там программистом, да, он может найти, вот как тут сказали, найти себя в различных местах, в различной сфере. И университет – это место, где человек должен и обязан вот как-то вот понимать о том, что он тут пробует различные пути. Не потеряет, да, свою актуальность? Нет, актуальность не потеряет, даже наоборот. Потому что университет – это место, где даются именно подлинные знания. Надо не забывать о том, что университет – это и есть мощный социальный лифт. То есть, если ты не поступишь в высшее учебное заведение, ты можешь остаться на том же уровне, которым закончил университет. Школу или там СПО, например. Да, вот, Окей, так, пожалуйста. Спасибо. Выпускники работают не по специальностям. И как вы к этому относитесь? Это хорошая тенденция или плохая тенденция? Я считаю, что это нормально. И я считаю то, что... Ну, за весь университет и за всю систему образования не скажу, да, вот, с моей малой позиции скажу, что это нормально. А сейчас высшее образование, оно состоит из нескольких этапов. Вы знаете, да, то, что сейчас можно пойти учиться на филолога, поступайте к нам на исторический. Потому что историком быть – это универсальная профессия, да, вот. Бакалавриат 4 года, а потом уже можно в магистратуру поступать хоть куда. Хоть психологом, хоть айтишником. У нас даже есть, например, программа «Историко-культурное наследие» и гипермедиатехнологии. То есть вот разработка сайтов, 3D-моделирование и тому подобные вещи на базе исторического образования. Если человек себя не находит во время бакалавриата, это нормально, потому что к нам поступают школьники, ну, вчерашние школьники. Им сколько лет? 17 лет. 17 лет человек даже не знает, что он хочет есть на ужин сегодня. Да? А вы хотите, чтобы он стал личностью и поднимал Россию с колен. Это нереально. Это если ставить такие задачи, это неправильно. Ну, воспитательные – да. А вот образовательные, профессиональные навыки – это неправильно. И вот он учится 4 года, и если в течение 4 лет он себя не нашел, вот это уже проблема. Может быть, личностная проблема какая-то, может быть, университет, может, семья, может, общество. Но следующий этап – магистратура. Там уже человек может выбрать сам лично, как состоявшийся человек, то направление, которое ему нужнее, интереснее, и он уверен, что, поступив в магистратуру, он может найти себе ту работу, которую он хочет зарабатывать деньги, и считает, что там большие деньги. Вот мое мнение. Ну и давайте по последнему вопросу со стороны оптимистов и пессимистов. Оптимист, пожалуйста. Специализируетесь, я так понял, по истории Якутии, да? Современная Якутия. Современная. Новейшая история. Ага. Как происходило, по-вашему, освоение территории Якутии? Когда появился первый человек здесь? Историю Якутии надо изучать в Дельмурях. 530 тысяч лет назад. Все. Спасибо. А если вы говорите про якутов, то тут уже свои тонкости. Почему? Потому что культура, она появляется здесь, якутская культура формируется здесь 16-17 века, но именно вот элементы начинают, проникают 14-13 век нашей эры. Даже сейчас, по-моему, углубляют археологи. У меня такой вопрос, то что в наше время люди
ценя свое драгоценное время, уходят от основного образования. И то есть они идут больше в курсы, то есть оканчивают курсы. Это сэкономленное время и сэкономленные деньги и так далее. То есть и как вы относитесь к тому, что большинство сейчас людей находится без образования? Я уверен, что где-то 70%, да, это люди с высшим образованием. Все люди, которые сейчас создают рабочие места, они с высшим образованием. Или получили, или получают. Потому что рано или поздно человек приходит к тому, что вот надо получить образование. Высшего образования не добиться высот? Нет, почему? Есть сферы, где можно без высшего образования стать мастером, например. Просто нет. Образование, человек считается ли необразованным в вашем понимании? Вот хороший вопрос. Почему? Потому что философский вопрос даже. Почему? Потому что в наше время надо понимать о том, что мы с вами живем в информационном обществе. Если человек сейчас не умеет владеть, оперировать какой-то информацией, значит, у него будут большие проблемы. Быть информированным и быть образованным – это две разные вещи. Потому что если ты хочешь шить себе там обувь, открываешь YouTube-канал и смотришь, как тебе вот этот мастер по обуви учит конкретно какие-то моменты. Да, вот. И вот тут начинается вопрос. Человек, получивший эту информацию, он образованный или нет? Видите? Университеты сейчас дают сертифицированное образование. То есть проверенное. Вот кто-то из вас сказал, да, сейчас мы прошли вот аккредитацию. Это жуткая вещь, но это показатель того, что те знания, те навыки, та информация, которую дает университет, она сертифицирована. Видите? А что такое образование? Образование – это конечный продукт познания. А что такое познание? Познание – это процесс получения каких-то новых знаний, новых навыков, опытов. Да, опыта. Человек же может всю жизнь обучаться каждый раз чему-то новому, не только вот после школы получить какое-то образование именно высшее, да. Вот далеко ходить не будем. Я в прошлом году, позапрошлом году поступил в магистратуру. Потому что вот я вот начинаю чувствовать, что мне для написания статей не хватает компетенции, например. Я поступил в магистратуру, перевод, магистр лингвистики, да, перевод в профессиональной сфере. И мне там конкретно объяснили вот на пальцах, вот, как надо переводить теоретически, как надо переводить научные статьи. Вот это вот образование, вот, правильно говорите о том, что надо постоянно образовывать, постоянно заниматься, изучать что-то новое. Сама жизнь – это и есть изучение чего-то нового. Итак, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран. Как вы думаете, нужно ли высшее образование? Обязательно. А для чего? Для чего? Культура растет у населения. В некотором плане да. Зачем? Чтобы найти нормальную работу и заработать нормальных денег. Не обязательно. Почему? Кому как? Как по мне, высшее образование кругозор расширяет очень сильно, что позволяет наводить, допустим, новые знакомства с людьми. Да. А зачем? Для будущего, для работы пригодится. Если это нужна фундаментальная какая-то профессия, то высшее образование обязательно нужно. Как медицина, может быть, там, строительство, еще что-то. А есть практики, которые со средним специальным образованием, самоучки. И сейчас время такое, можно все время учиться, осваивать новые профессии. Обязательно. А для чего? Так, это уровень поднять свой личный, и на работе, я считаю, что везде нужно высшее образование. А как вы думаете, высшее образование в Якутии, оно соответствует российским стандартам? Да. В чем это проявляется? Больше знаний, больше возможностей куда-либо поступить. Ну, зависит от различных специальностей. Мне кажется, что, наверное, по некоторым техническим специальностям тут вполне хороший уровень. А если какие-нибудь такие гуманитарные, то, наверное, необходимо уже отправляться в центр. Я думаю, оно вообще не соответствует никаким стандартам. Почему? Слабое по сравнению с образованием СССР. И в чем это проявляется? Бескультурье. Я могу привести пример. Студенты могут ездить по обмену и даже хорошо, как ездят прославленные. Некоторые говорят, что студенты вот из северных регионов, из Якутии, они очень хорошо именно в практике, даже медицина. Наши студенты и на практике очень хорошо обучены.
Не уверен, вот, например, я учился на 2 высших, и они не особо. Я думаю, это зависит от мотивации человека. Если он хочет учиться, он научится везде. Это не зависит. Ну, я считаю, что у нас неплохой университет. Очень много ребят, окончив с ФФУ, работают в России, хорошо как бы зарабатывают и на хорошем счету. Как вы видите, есть вообще разные мнения. И давайте еще раз обозначим. Все-таки я считаю, что качество высшего образования у нас в Якутии на данный момент не соответствует общероссийским стандартам, так как многие выпускники не работают по своей специальности. Ну, давайте об этом поговорим. Это зависит от мотивации каждого человека. Например, очень многие ребята не поступают, не работают по своей специальности из-за того, что вот когда им было 17 лет, как бы отметили, например, они даже не знают, что по жизни дальше делать. И такие серьезные вопросы вот на таком раннем возрасте, к сожалению, не все могут, например, определиться всю оставшуюся жизнь, чем заниматься. Мы, по-моему, заходим не в ту степь. Почему? Потому что, когда мы говорим о профориентации, университет делает профориентацию. То, что даже я сейчас вот здесь сижу, это и есть профориентация. Я же два назвал два подразделения, да, в СМФУ. Поступайте, да? Но смотрите, профориентация – это самый главный момент, и тут играет роль не столько школы как таковой, но еще и родителей. Вот это другая степь, потому что если я сейчас начну, вот родители должны говорить с детьми о том, что кем ты хочешь стать. Вот кто из ваших родителей у вас спрашивали, кем ты хочешь стать за ужином? Можно я добавлю? Кем ты хочешь стать, да? Там нужна вот реклама, хорошая реклама. Это, я думаю, что это тоже входит в обязанность университетов, вузов, чтобы пропагандировать, как ваша жизнь может поменяться, если вы получите высшее образование. И, к сожалению, такой рекламы у нас вообще нет. То есть очень слабо работают на этом, в этом направлении. Где можно создавать бизнес? В магистратуре. Поступайте к нам в СВФУ, если вы хотите открыть бизнес здесь, в Якутии. И с этим проектом приходите к нам, мы поддержим любой проект. Да? И 2 года вы будете как у Христа за пазухой. Ну, давайте вернемся вообще к нашей теме обсуждения, то есть качество образования в Якутии. Все-таки оно соответствует. Если брать, опять же, образовательный кредит, стоит ли вот эти деньги вкладывать именно в получение образования здесь, в якутских вузах? Может, раз ты все равно за это платишь, стоит учиться в других регионах? Может, там качество будет выше? Это ваши мысли. Так как в команде оптимистов нахожусь, да, но все равно, если вот адекватно рассматривать ситуацию, можно образовательным кредитом поехать в любые вузы. Но обозначу плюсы оставаться здесь, в Якутии. Первое, это самое главное, ты находишься в своей среде. Всегда человек, где родился, там и пригодился. Это не зря так говорят. И у тебя здесь своя сфера, своя зона комфорта, свои друзья. И обучаясь здесь, ты уже налаживаешь контакты со своим будущим работодателем. И это огромный плюс для студента именно якутских вузов. А если ты поедешь туда, в другие регионы, приедешь обратно специалистом, и как бы нужно начать с нуля. Вот. Это вот один из больших... Заводить знакомства и так далее, да? Да, заводить знакомства, друзей. Твои однокурсники все разъедутся по городам. Но давай представим такую ситуацию. Ты взял образовательный кредит, там какая-то энная сумма, приличная сумма, и перед тобой выбор. Ты можешь поехать, не знаю, в Центровуз, допустим, в МГУ, или здесь остаться в УФУ. Что ты выберешь? Лично я, конечно, выбрал бы Москву, но вот же рассказываю плюсы. Вот, а почему бы ты выбрал? Потому что там качество все-таки выше, или как? Для себя, это вот мое субъективное мнение, поехать посмотреть, например, город, да? Но никак не говорю, что там качество выше. Качество образования дается, как говорят, лектор дает 5% информации, ты 95% информации ты должен сам все это выучить. То есть от человека все зависит. И оставаясь здесь, у тебя огромные плюсы именно в трудоустройстве, в своих знакомствах,
свои приоритеты ставишь именно как бы находясь внутри системы. Ну, тот же самый вопрос к стороне пессимистов. Вот ты, допустим, у тебя был бы выбор, куда-то поехать учиться в центральные города или здесь остаться, при том, что ты будешь все равно платить. Так, ну я однозначно выбрал бы центр вуз, потому что там статус выше. Именно, ну, как я рассуждаю, да, есть рейтинг университетов. Этот рейтинг строится именно из статистики, то есть выпускник закончил и находит работу. Это и есть результат университета, да? Ну, оценивают именно университет вот так. И есть общий рейтинг, и этот рейтинг, к сожалению, у нас очень низкий, и чисто из-за этого я выбрал бы именно центр вуз. Тогда здесь вообще проблем нет. У меня куча баллов по ЕГЭ, 300 баллов ЕГЭ. Я очень умный человек, очень разумный. И я как разумный умный человек, естественно, буду поступать в центр вуза. Почему? Да, потому что, ну, очевидно, что уровень, уж простите, моего любимого физико-технического института очевидно ниже, чем Московского физико-технического института. Ну, это же очевидно. И здесь, я даже думаю, разговоров быть не может. При том, что, ну, я к своим качествам образования очень доволен. И, к примеру, я поступил и в Московский институт стали и сплавов, и в нефтегаза в Москву. Но остался Магистратуру здесь в там городе. закончил? Нет, я поступил туда на бакалавриат, но остался тут в городе и ни о чем не жалею, абсолютно ни о чем, потому что, как правильно отметили, у меня здесь очень большое количество знакомых появилось, я хорошо трудоустроился, мне нравится моя нынешняя работа, и не факт, что я бы смог закончить Москву, да, то есть мог бы я там и загулять, в принципе, да, вернуться сюда, потом жизнь бы понеслась, и возможно, где бы я оказался, да, а может быть, и все бы хорошо закончилось, но, в принципе, меня тут полностью устраивает то, что со мной происходит сейчас. Интересно, давай твое мнение тоже посмотрим. Именно в СУФУ я могу познакомиться с любым человеком, который мне захочется, в том же профсоюзе, в тех же мероприятиях, которые проходят регулярно. И уже к 30 годам у меня есть уже куча знакомых, я могу, ну, то есть я уже, ну, в наше время знакомства все-таки решают некоторые факторы, поэтому именно у нас, именно в СУФУ... Но ты бы все равно выбрал, в общем, остаться Да, здесь в да, регионе. У именно. нас тут еще есть молодые люди, которые учились в других городах. Перечисляли положительную сторону, то именно акцент идет только на эту часть, по большей части. Вот насчет образовательной части, вот, конечно, я прям объективно не смогу оценить, где лучше учат. Но та база, которую мне предоставил Центр вуз, например, у нас было очень много профессоров, которые там по своим областям преподавали. И когда я пришел как уже специалист с высшим образованием здесь в городе работать, и я был руководителем нескольких практик, вот именно по своей же специальности, ребят, которые здесь учились, то я наблюдал то, что есть все-таки разница того, что у нас, например, вот те специальности, у нас есть хорошие специальности, которые вот обучаются, да, но по многим областям, к сожалению, у нас еще идет такой как бы этап становления. Очень много базы у нас пока что не хватает. Ребята пока что, не знаю, очень много информации ищут в интернете просто. Тут, наверное, да, стоит дополнить то, что, допустим, опять же, в тех же центровузах, как правило, бывает больше тех же профессоров. У нас количество профессоров не такое, наверное, большое. Ну да. Ну, достаточно. Да, но если ты хочешь расти как человек, а человек же он растет всю жизнь, да, надо поступать в высшее учебное заведение. Простой пример – это то, что вот когда я защитил кандидатскую диссертацию, диплом кандидата наук получил в 2014 году, и первым делом я поехал себе в Верхний Вилюйск к своим учителям и говорю, вот я стал кандидатом. И мне учительница начальных классов Альбина Макаровна, она говорит, вот видишь, та программа, которую мы ввели 25 лет назад, она выстрелила вот сейчас. Вот для чего мы работали. И для меня это было откровением, и я тогда понял, только, видите, в 2014 году, совсем недавно, я только понял, что такое высшее образование. Это то, что ты должен работать не на 4 года, человек написал диплом и свободен, а что с ним будет через 25 лет. Да, вот. Он придет ко мне и скажет, Айтал Игоревич, то, что вы мне говорили,
Вот это да, вот это мне помогло, и я стал человеком сейчас, например. Вот это миссия университета. Айтал, какой вы совет дадите сегодняшним участникам? Совет? Ну, надо быть хорошим человеком, во-первых. Следить за здоровьем — это два. А уже, ну, вы уже состоявшиеся люди, да, поэтому, ну, здоровье, быть готовым, открытым к чему-то новому, вот это я бы хотел быть советом. И саморазвиваться, оттачивать то, что есть у вас. Это и есть образование. Ну и, наконец, наступил тот самый момент истины, когда вы можете сменить свою позицию, то есть перейти от оптимистов к пессимистам и наоборот. Ну что, меняемся? Готовы? Все осознали, что правильно, что неправильно? Хорошо, пожалуйста, переходим. Так. Остальные остались при своем мнении. Хорошо, замечательно. Здесь тоже. Хорошо, давайте поаплодируем друг другу. Ну, давайте вначале узнаем у тех, кто остались при своем мнении, буквально по одному мнению с каждой стороны, почему вы остались при своей позиции. Кто вот со стороны оптимистов хочет сказать? Обменялись мнениями с экспертом, и сейчас стоит миссия студентов из Якутии выйти на мировой уровень. А если выходят на мировой уровень, то есть уже есть какие-то уже фундаментальные, как говорили, знания, опыт и компетенции. Поэтому, обучаясь в Якутии, человек ничего не потеряет. Спасибо. Так, пессимисты? Так, я остался при своем мнении именно касательно того, что нам еще есть куда расти. Я верю, что у нас есть огромный потенциал у нашей системы высшего образования. И в дальнейшем я думаю, что мы все свои недостатки, все свои позиции в дальнейшем укрепим. Ну и давайте послушаем девушку, почему она все же перешла, поменяла свою позицию. На данный момент я считаю, что вузы Якутии выполняют свою задачу. Они выпускают компетентных кадров, а вот их самореализация зависит уже от них самих. Вот. А развиваться всегда есть куда. Это и вузам по всей России, и по Якутии. Спасибо. Аплодисменты. Айтал, кто из наших сегодняшних участников понравился вам больше всего? Я бы выбрал Ниргуна, да, потому что он очень, аргументы очень четкие, сразу чувствуется технарь, да, вот это, чего не хватает гуманитариям, да, вот это, иметь границы и понимать, что мы говорим. Вот я бы отметил Ниргуна. Спасибо. Аплодисменты. Ниргун, пожалуйста, просим тебя выйти на наш подиум. Так, пожалуйста. Я хочу покажите свой презент. Отметить Ниргуна. У нас в следующем году будет столетие государственности Якутии. И те задачи, и те вопросы, которые мы сейчас обсуждали, без государственности у нас такого не было. И одним из главных людей, которые создали нашу действительность, это вот Максим Кириллович Амосов. И я вот хочу книгу вручить. Спасибо. Ну и, Ниргун, пожалуйста, немного расскажи о себе. Здравствуйте, меня зовут Докторов Ниргун. Я являюсь преподавателем Якутского авиационно-технического училища гражданской авиации. Тема мне достаточно интересная, потому что мы с Айталом коллеги. Айтал, конечно, обучает историков, я обучаю пилотов и техников. Вот один из моих курсантов здесь тоже сидит. Хочу сказать, чтобы все всегда старались каждый день развиваться, каждый день учиться. И не обязательно каким-то строго учебным, да, ну и как личность, как человек, чтобы всегда развивались. Аплодисменты. Ну что, друзья, мы сейчас завершаем нашу передачу. Пожалуйста, приглашаем вас всех подняться на подиум, для того, чтобы можно было еще немного пообщаться с нашим героем, позадавать свои вопросы, ну и сфотографироваться, пожалуйста. С вами была передача «Я молодой», ее ведущий Лена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и родной республики. Пока! Мне формат передачи понравился. В
том плане, то, что очень много таких отзывов. Живой разговор случился, да, вот очень интересный. И сразу понятно стало, что волнует всех и качество образования, и вообще понятие высшего образования как таковое. И оптимисты понравились, и пессимисты. Но пессимистов я всех посадил в оптимисты, потому что критика, она какая была, но критика была конструктивная в том плане, то, что говорили, что есть возможность развиваться, никто не говорил, что у нас университета будущего нет, все говорили, проблемы есть, но они решаемы. Вот это самый главный момент. Если бы не было проблем, значит, университет не работал бы.